Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Законопроект о принудительном исполнении работодателем обязательств по начислению работникам заработной платы прошел окончательное чтение в Госдуме. Госинспекторы смогут принимать меры по взысканию в том случае, если работодатель в срок не выполнил предписание о выплате зарплаты и прочих причитающихся денег. Решения инспекторов будут оформляться в виде исполнительных документов и направляться в Федеральную службу судебных приставов. Минприроды может расширить механизм повышенного налогового вычета на геологоразведку. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин поручил проработать возможность распространить повышенный налоговый вычет на геологоразведку не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых. Сейчас при расчете налога на прибыль к расходам на все виды геологоразведки применяется повышающий коэффициент 1,5. Ранее Минприроды подготовила проект закона, в котором предлагалось установить коэффициент 3,5 к проектам по поискам, оценке и разведке новых морских месторождений углеводородного сырья. Повышенные коэффициенты являются, по сути, налоговой льготой и позволяют стимулировать геологоразведку. С 2020 года в Арктике будут строить многоквартирные дома. Для Якутии данный проект особенно значим, так как подобное строительство в северных районах не проводилось со времен Советского Союза. По словам Айсена Николаева, работа начнется практически с нуля. Он подчеркнул, что необходимо изучить все варианты доставки строительных материалов в северные районы, искать возможности для максимального уменьшения расходов на завоз. Глава Якутии поручил Кабинету министров также подходить к строительству в Арктике чрезвычайно внимательно с учетом отдаленности районов от центральной части Якутии и короткого срока навигации. Росавтодор предусмотрит средства на проектирование моста через реку Алдан в Якутии. Об этом стало известно на площадке Международного форума «Транспорт России» в Москве. К строительству объекта должны приступить после завершения работ по строительству Ленского моста. На совещании в рамках форума также были рассмотрены меры по развитию федеральных дорог Колыма по маршруту Якутск-Магадан и Лена по маршруту Невер-Якутск. Так, в ближайшие 5 лет в рамках работы по капитальному ремонту федеральной трассы Колыма планируется перевести в асфальтобетон 160 километров со стороны Якутска, построить 5 мостовых сооружений через реки Атыр-Баса, Сегенях и Безымянный ручей на 579 километре. Компания «Алроса» приняла решение оставить необычный алмаз-матрешку в своей коллекции редких находок. Добытый на Нюрбинском ГОКе алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один кристалл, встретился впервые за всю историю алмазодобычи. Возраст алмаза-матрешки, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Ученые выдвигают различные гипотезы происхождения этого алмаза. На сегодняшний день наиболее вероятной считается версия о том, что оба, и внутренний, и внешний, образовались в одно время. В коллекцию редких находок компании входят найденные в последние годы алмаз в форме черепа и камень, похожий на футбольный мяч. Отметим, что коллекция редких камней «Алроса» не предназначена для продажи. Свыше 100 миллионов рублей предусмотрено на осуществление выплат в рамках нового федерального проекта «Земский учитель в Якутии». Программа начнет работу с начала 2020 года, и сейчас Министерство образования и науки республики формирует перечень вакансий. Кандидатами на получение выплат станут педагоги высшего и среднего профессионального педагогического образования не старше 55 лет. Информация обо всех вакансиях появится на сайте регионального Минобрнауки в начале 2020 года. Сам конкурс продлится до 15 апреля. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.